Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. Сахиб-Герай за годы своего почти 20-летнего правления добился больших успехов на культурном, политическом и военном поприще, а Крымский двор при нем стал символом возрождения в Восточной Европе. Он всегда знал, чего хочет и каким путем получить желаемое. Главной его целью было создать монолитное централизованное государство, на политику которого не влияли бы никакие внешние факторы. Более того, он выстроил свои отношения с соседями таким образом, что они вынуждены были прислушиваться к мнению из Бахчисарая. Недаром его любимой игрой были шахматы. Сахиб-Герай был довольно сильный и мудрый политик. Он не показывал своей явной неприязни к врагам. Напротив, старался относиться к ним с уважением. А когда они теряли бдительность, наносил удар. Это хорошо видно на его непростых отношениях с родом Мангыт. В открытую вражду Сахиб-Герай с ними не вступал, но и в Крымское ханство также не допускал. А когда наступил подходящий момент, нанес смертельный удар по главному противнику Бакы Мангытскому. Но это будет уже чуть позже. Что касается его личной жизни, то она пока не так ярко исследована. Все, что нам известно, у хана было 4 официальные супруги. Фатьма Султан умерла в первый год его правления. Впоследствии он заключил брак с черкешенкой Ханике Султан, после с Девлет Султан, вероятно, из рода Ширин, и в конце 40-х годов последней супругой стала Девлет Бек Султан, ногайская княжна из рода Мансур. До нас дошли имена его 7 сыновей и дочери Нури Султан Хани. Наследником был старший сын Имин. После шли Бюлек, Селямет, Сахиб, Газанфер, Гази и Адиль-Герай. Последний умер еще при жизни отца и был первым из Гераев, похороненным на новом ханском кладбище в Бахчисарае. Главной целью хана было воссоздать передачу наследственной власти своим сыновьям. И придворные уже смотрели на старшего сына хана как на следующего правителя. Однако вскоре новый колга Ахмед Герай был заподозрен в измене, лишен титула и отправлен к своему отцу Саадету Гераю, а новым наследником объявлен Эмин Герай. Во внешней политике тоже складывалось все удачно. Еще в 1535 году Сахибу Гераю удалось возвратить трон в Казани своему племяннику Сафа Гераю. Более того, Сафа укрепил свое положение удачным браком, взяв в жены ногайскую княжну Сююмбике, бывшую жену касимского хана Шах-Али и дочь ногайского бея Юсуфа, потомка Эдигея. Сахиб-Герай, вероятно, был скрытным человеком, так как о его планах знали только несколько доверенных лиц. Поэтому, когда на диване он оглашал свое решение, оно было хорошо продумано и взвешено. На все вопросы бейской верхушки давался аргументированный ответ, и последним приходилось соглашаться с решением хана.
Одним из таких решений был совместный 8-й поход султана Сулеймана в Молдову. Но прежде чем вступать в поход, Сахиб-Гирай отправился в обновленную крепость Оркапы. Он хорошо знал, что как только он со своим войском отправится в сторону Буджака, велика опасность, что с другой стороны в его земли вторгнется Бакы-Мангытский, который уже укреплял свои позиции в Ногайск-Орде и Хаджитархане. Чтобы предотвратить неприятность и защитить крымские владения, хан лично изучил местность крепости Оркапы, а после отдал распоряжение расширить и углубить ров протяженностью от Черного моря до Севаша и наполнить водой. И только после этого Сахиб-Гирай велел распространить весть о том, что он выступает в поход раньше официально назначенного времени. Как Сахиб-Гирай предполагал, очень скоро ханская разведка донесла, что у дальних рубежей ханства появились неприятели. Хан отдал распоряжение двигаться навстречу нагайцам. Численный перевес и передовое для тех лет огнестрельное оружие сделали свое дело. Хан с легкостью разгромил противника, а после повел свое войско, опьяненное победой, на соединение с османами. В первой половине сентября 1538 года в городе Ясы состоялась встреча крымского хана Сахиба-Гирая и османского султана Сулеймана. По этому случаю были устроены торжества, и янычары в честь крымско-татарской конницы дали троекратный ружейный салют. Далее османский историк Ибраим Печеви сообщает, что султан выехал навстречу хану верхом на коне. А затем султан и хан во время шествия к султанскому шатру дружески беседовали между собой. А вечером, по случаю прибытия хана, было устроено пышное торжество. Уже в ближайшие дни именно Сахиб-Гирай отправил свою конницу вслед за молдавским князем Петром Рариша, не желавшим идти на переговоры с Сулейманом. Рариш собирался применить тактику, отступая, оставлять за собой выжженную землю, избегая больших битв и удерживая лишь главные крепости. Сахибу не удалось остановить Рариша, который укрылся в Трансильвании. Однако это был удачный поход для османской и крымской стороны. Примечательно, что в этой военной кампании крымский хан запретил своим воинам брать в плен молдаван. Удачный поход 1538 года стал первым в череде военных кампаний Сахиба-Гирая и его сына Калги-Имина-Гирая. Уже на следующий год в начале лета состоялся крупный поход в Черкесию. Причина – нападение черкесов на крымско-татарские крепости и города на Тамане. Здесь стоит сказать, что это был один из первых походов, подробно описанный историографом Рималем Хаджи, где автор приводит любопытные сведения, как именно хан готовился в путь. Ханские конюхи оседлали лошадей с седлами, инкрустированными драгоценными камнями, и обредили их упряжью с золотыми накладками. Были водружены бунчуки из лошадиных хвостов и развернуты флаги, санджаки. Тем временем вдоль улиц стояли зрители, наблюдавшие, как Сахиб-Гирай, попрощавшись со своим гаремом, появился из главных ворот своего дворца в церемониальной одежде, опоясанный мечом. Он направился в мечеть, где была воздана в честь его похода молитва, а затем, последний раз, перед отправлением он повернулся в сторону дворцовых ворот. Толпа народа распевала молитвы, когда он, его свита и эскорт, служилые люди, эчки, беглери и капа-кулу с флагами над ними и с дополнительными лошадьми, следовавшими позади, уходили в свой поход.
Уже в Кефе Санджак-бей Халил-бей предоставил хану суда для переправы войска в 40 тысяч аскеров через Керченский пролив. Поход состоялся с переменным успехом. Однако, несмотря на то, что миссия была достигнута и с главой женеевских черкесов, князем Консавуком была проведена разъяснительная беседа, Сахиб-Гирай оставался недоволен этим походом. События конца 1539-40 года вошли в историю как очередной поход крымских аскеров в земли московитян. Однако ни один источник не дает четкий ответ на вопрос, каковы были причины этого похода. И если посмотреть на то, что в эти годы творилось в Кремле, то становится понятным, почему крымский хан отправил в Московию своего сына Имина-Гирая с относительно небольшим войском. В 1533 году умер князь Василий III. Ему наследовал трехлетний сын Иван IV, до совершеннолетия которого регеншей была его мать Елена Глинская. Последняя происходила из рода крымских мансуров, находившихся в фаворе при Крымском дворе. Конечно, такой поворот событий не мог не радовать Бахчисарай, но политикой княжны Глинской не были довольны московские бояре. Они опасались, что регенша-татарка будет оказывать влияние на своих сыновей. В апреле 1538 года 30-летняя Елена Глинская была отравлена, а власть до совершеннолетия князя Ивана узурпировали Василий и Иван Шуйские. Крымский хан не был намерен вмешиваться во внутренние дела Москвы. Но когда братья-регенты Шуйские заявили о своем намерении вторгнуться в Казань и свергнуть Сафа-Гирая, резко отреагировал. Он отправил в Москву грозное послание, в котором прямо говорил, что казанский юрт – его земля, и если они не оставят намерений вторгнуться в его границы, то он лично пойдет войной на Москву с войском в 100 тысяч человек, и он, Сахиб-Гирай, свое слово держит. Слова хана подействовали. В 1538 году бояре отменили поход на Казань, но планов своих не изменили. Московиты настороженно наблюдали, как Сафа-Гирай планомерно разрушал русские крепости, которые еще со времен Василия III строились у границ Казанского юрта, но противостоять этому не осмеливались. Казанские дела были не единственное самовольное решение бояр. Они не желали выполнять обязательства перед Крымом и выплачивать ежегодные налоги. Сахиб-Гирай все же принял решение в конце 1539 года послать в Московию Калгу Имина-Гирая, чтобы выяснить эту ситуацию. Для Имина-Гирая это был первый самостоятельный поход, и, конечно же, отец по этому поводу устроил настоящую церемонию. Согласно Рималю, хан на диване торжественно вручил сыну позволение иджазет возглавить поход, после одел его в богатое церемониальное платье, лично опоясал золотым мечом, а после стал давать советы насыхат о том, как действовать во время предстоящей экспедиции, поддерживать дисциплину, хорошо инспектировать армию, как ее авангард, так и тыл, и, конечно, всегда оставаться храбрым. Рималь-Хаджа пишет, что после официальной части были принесены кувшины меда и началось торжество, сопровождаемое игрой придворных музыкантов. Посреди веселья хан торжественно представил собранию 3 своих сыновей, от самого младшего 7-летнего Адиля-Гирая до самого старшего 22-летнего Имина-Гирая. Всем раздали подарки. Торжество длилось до вечера. На следующий день было организовано такое же собрание «Сахбет» с дальнейшими зрелищами роскошного веселья. Так как это происходило накануне отправления, Имин-Гирай попросил у хана позволения удалиться на ночь. После его ухода прием продолжался до утра.
Иван Шуйский, понимая, что не сможет самостоятельно дать отпор крымцам, соглашается выполнить требования Имина Герая и выплачивает ему задолжавшие за 2 года налоги. Именно с казной богатыми подарками Имин Герай возвращался в ханство. Продвижение армии было затруднено снежной бурей и морозами. Условия были настолько плохими, что, по словам Ремаля Хаджи, с утра до ночи они могли пройти расстояние в 3 выстрела стрелы. Их путь занял 40 дней, и когда они уже были на подступах к ханству, Имин Герай принимает решение выбрать 100 людей, во главе них налегке отправиться в Крым за помощью. Основная армия продолжала медленно продвигаться к Крыму, когда на ее пути возник заклятый враг Сахиба Герая Бакы-бей Мангытский. Бакы Мангытский, убийца Калги-Ислама Герая, нанес еще один удар по ханскому достоинству. Он воспользовался слабостью крымцев и атаковал и разбил армию. Ремаль Хаджи сообщает, что в этой битве погибло около 5-6 тысяч крымских аскеров. Остальные попали в плен, но были успешно отбиты Имином Гераем, который вовремя подоспел на помощь со свежими силами. В этом сражении в плен к крымцам попали 2 брата самого Бакы-бея – Ак-биби Мурза и Диви Мурза. Своим поступком Бакы Мангытский открыто объявил войну своему хану. Однако Сахиб Герай не стал слать ему грозных посланий. Конечно, он негодовал, но был вынужден сдерживать свои эмоции. Он всегда помнил, что холодный расчет всегда приносил свои плоды, нежели проявление вспыльчивости, семейной черты почти всех гераев. Поэтому ради того, чтобы заманить Бакы-бея в Крым, он вынужден был изобразить расположение к мятежнику. По сути, в руках хана было 2 заложника, и он мог их казнить. Но Сахиб выбрал другой путь. С пленниками обращались довольно уважительно, и последние поверили в искренность хана. На самом деле на них была возложена миссия уговорить брата прибыть в Крым для того, чтобы занять место главы рода Мансур в диване. Бакы-бею через братьев намекнули, что убийство Калги-Ислама Герая хан рассматривает как услугу и ценит его за этот поступок. Доказательство хорошего расположения к роду Мангыт, Сахиб Герай даже устраивает показательную подготовку к свадьбе своей дочери с Ак-биби Мурзой. Бакы-бей сомневался в искренности намерений Сахиба Герая. Он допускал мысль, что все это лишь уловки хана, но все сомнения брата удалось развеять Ак-биби Мурзе, который уже видел себя зятем самого крымского хакана. В конце концов, у Бакы-бея тоже были свои планы относительно Сахиба Герая. Он мечтал его сместить, а во главе крымского ханства поставить сына убитого им Калги-Ислама Герая, который все еще находился у него в заложниках. Ближе к зиме 1540 года Бакы-бей все же решился принять приглашение Сахиба Герая и прибыть в новую столицу Бахчисарай. Крымский хан принял его радушно и даже осыпал подарками. Но назначить на место своего друга главы рода Мансур не торопился. На аудиенции Сахиб Герай поделился с Бакы-беем своими планами. Хан готовил большой поход на Москву. Причина была в боярах, которые фактически управляли в этот период Московией и снова готовились захватить Казань. Следовало расстроить их планы и напомнить, чьими вассалами они являются. И если Бакы-бей присоединится к военной кампании, то его ждет блестящая карьера в Крымском ханстве. Это был хороший повод осуществить свои планы, и Бакы-бей соглашается. Казалось, военный поход на Московию был взаимовыгоден 2 сторонам.
Сахиб-Гирай получал в союзники Ногайскую Орду, а Бакы-бей Мангытский место в диване. Но оба хорошо понимали риск этой авантюры, из которой победителем должен был выйти один из них. Конечно же, Сахиб-Гирай понимал, на какой риск идет, но он предпочел, чтобы бей находился постоянно на его глазах, нежели в степи. Окончательные даты похода еще не были утверждены, когда в Бахчисарай пришло известие, что весной 1541 года бояре, проигнорировав предупреждение хана, направили полки стрельцов к границам Казанского юрта. На этот раз Сахиб-Гирай дал волю своим эмоциям и распорядился в срочном порядке объявить мобилизацию. Сахиб-Гирай оставался верен своему церемониальному протоколу. После наблюдения за всеми необходимыми приготовлениями накануне отправления хан уединился в малой мечети дворца для молитвы Халвет-Ханеси. С приходом утра он совершил утреннюю молитву Сабах-намаз и вышел, чтобы попрощаться с женщинами дворца. После этого он устроил праздничное отправление с фанфарами и парадом, после чего отправился к Ор-Капы. За Ор-Капы уже собралось ханское войско. Здесь его ждали все беи дивана с многочисленными отрядами. Вскоре к ним присоединился хан со своей личной гвардией и пушками. Сюда же прибыли и ногайцы под командованием Бакы Мангытского. Согласно Ремалю Хаджи, общее количество войска насчитывало свыше 100 тысяч человек. После официального осмотра войска хан отдал распоряжение, как можно быстро двигаться на север. Вслед за аскерами потянулись многочисленные повозки и представители духовного сословия, лекари, повара, прислуга богатых дворян, а также портные, кузнецы, плотники, купцы, обеспечивающие воинов всем необходимым, и многие другие, без которых не состоялся ни один крупный поход. Сахиб-Гирай был настроен на успех, однако и он не мог наверняка сказать, чем лично для него завершится эта военная кампания.